Самые масштабные атаки с февраля 22-го. 3000 дронов. Россия резко бросает на фронт все, что осталось. Зачем? Известен новый Бахмут, новая адская точка на карте войны и резко активизировавшиеся бои. Подробности. Лопнуло терпение. Трамп начал действия по принуждению Путина к миру. Жесткое наказание для хозяина Кремля. Что на кону и почему у России не получится снова обвести всех вокруг пальца. Настоящая атака на мост в Нью-Йорке. Корабль ВМС Мексики пошел на таран. Есть погибшие. Что дальше? Теракт в Калифорнии. Официальное и тревожное заявление ФБР. Такого, говорят, еще не было. Скандал на выборах в Румынии. Пророссийского кандидата выставили прямо с участка. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Фронт в огне. Россия активизирует наступление по всей линии. За последние сутки 167 боестолкновений. И Покровское направление стало настоящим эпицентром сражений. Оккупанты бросают в бой все, что есть. Украинские военные отражают десятки атак и держат оборону, но интенсивность боев запредельная. Покровск становится новым Бахмутом. Самые жесткие бои там. В ход по всей линии фронта идут бомбы, дроны, артиллерия, авиация в масштабах, которые не наблюдались с февраля 22-го. Внимание, только за сутки, по данным Генштаба ВСУ, РФ нанесла 75 авиаударов по позициям ВСУ и мирным городам, сбросила более сотни управляемых авиабомб, запустила почти 3000 дронов «Камикадзе» и нанесла почти 5000 обстрелов, из них 122 раза из крайне смертоносных и разрушительных РСЗО. К сожалению, нам нужно будет держать фронт, включая вот именно отражение таких атак. Да, это не профессионалы. Да, это не те, которые могут вести активную работу. Но и сейчас осталось около 12-15% те, которые имеют боевой опыт, ну и офицеры, вот, ну и остальные вот такой контингент. Вот, а дальше будут именно и этих собирать, вербуют иностранцев, включая особенно граждан стран бывшего СНГ, потому что они владеют русским языком, ну и, конечно, подключая дальнейшие позиции Северной Кореи, вот, пытаются еще несколько стран склонить, но многие страны уже отказываются. И, например, китайцы, там, индусы уже давно четко заявили, что они будут направлять и поощрять своих граждан, а будут разбираться с их, так сказать, миссией на том, как они оказались на поле боя в Украине. Под ударами, тем не менее, десятки других населенных пунктов: Сумы, Харьков, Днепропетровщина, Донецк, Запорожье, Херсонщина. Авиация РФ работает по гражданским целям. Пробуешь дальше туда зайти. Украинская артиллерия и авиация поразила 7 скоплений войск и техники противника, а также уничтожила ЗРК и артиллерию врага. Потери армии РФ, по данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки составили около 1130 человек. С начала вторжения общие потери превышают 973 тысячи солдат. Это с ранеными россиянами. ВСУ тоже теряют, но держатся. Атаки не прекращаются ни на час, и следующая неделя может стать решающей. Россия все еще хочет мира? Что вы думаете? Пишите в комментариях. США дают России последний шанс и готовы включать жесткое давление. Мирный план уже на столе, но ультиматум еще ближе. Госсекретарь США Марко Рубио заявил: Вашингтон приветствует договоренность об обмене военнопленными, достигнутой в Стамбуле, 1000 на 1000, и называет ее огромной возможностью для мира. Но времени почти не остается. Мы больше не летаем по миру, уговаривая стороны встретиться. Теперь мы ждем, чтобы они сами начали серьезный диалог. В Стамбуле они договорились обменяться документами по прекращению огня. Если эти бумаги будут реалистичными и жизнеспособными, это будет настоящим прогрессом. Но если там окажутся нереальные требования, то наша оценка изменится. Мы не хотим бесконечных переговоров. Время уходит, и если прогресса не будет, США примут другие решения.
Кроме того, госсекретарь США дал понять, Америка ждет конкретики и быстро. По словам Рубио, мяч теперь на стороне Москвы и Киева. США не собираются бесконечно участвовать в переговорах, которые ведутся ради картинки. Если в документах сторон будут реальные шаги к миру, Вашингтон поддержит. Если нет, последует жесткая переоценка и, вероятно, огромные санкции. Отдельно Рубио подтвердил, Трамп хочет как созвониться, так и встретиться с Путиным в ближайшее время, но только если будет о чем говорить. Предложение на столе, обе стороны в целом согласны, теперь дело за сутью. В Сенате США уже лежит законопроект о новых санкциях, его не остановить. Конгресс готов нанести удар сразу же, как только переговоры снова уйдут в никуда. Закон предусматривает не просто новые санкции против России, но и пошлины в 500% на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, газ, уран и другое сырье. Это действительно больно. И это 2/3 сенаторов, а Белый дом не сможет ничего остановить. Кажется, терпение у американцев заканчивается, и Путин паникует. Все последние его заявления сводятся к одному: нужен мир. Вот только что, это пыль в глаза Трампу, чтобы затянуть переговоры, или реальное желание достичь мира? Пропагандисты начали активно постить ранее не публиковавшиеся комплиментарные заявления Путина про США. И сейчас с американцами хоть какие-то точки соприкосновения начинают проглядываться, да, просматриваться. Вы знаете, у американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом. А ведь еще 1,5 месяца назад одна бравада в стиле «мы не отступим», сил и средств хватает, да и вообще, если бы танки не застряли... У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. А этот результат – это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной. Сегодня уже все по-другому. Кремль не такой острый на язык по отношению к американцам. Никаких заявлений про язык ультиматумов неприемлем или пугать санкциями нас бесполезно. Даже наглое заявление Трампа, в котором он присвоил себе победу во Второй мировой, российские дипломаты героически и с гордостью проигнорировали. Что это получается? Трамп окончательно принуждает Путина к миру? Или это лишь иллюзия? Как вы думаете, получится ли у него дожать и заставить Путина? Обязательно делитесь своим видением в комментариях, обсудим вместе. В любом случае, сценарий на ближайшие дни ясен. Либо прогресс, либо санкции. Времени на вялые формулировки больше нет. Скандал в день выборов. Полицию пришлось вызвать, чтобы выгнать с участка антиевропейского и антиукраинского кандидата в президенты Румынии Джорджа Симеона и его союзника Джорджеску. Оба попытались устроить пресс-подход прямо на месте голосования. Охрана вмешалась, затем подъехала полиция. Скандальную парочку, по сути, выставили с участка. Выборы в Румынии без того проходят под высоким напряжением. В финале схлестнулись проевропейский мэр Бухареста Никуш Ордан и ультраправонационалист Джорджа Симеон, известные скандальными высказываниями, связями с уличными радикалами и идеей Великой Румынии, с аннексией Молдовы и части Украины. Оба кандидата идут практически вровень. По опросам 48/48 разрыв в пределах погрешности. Прогнозы меняются каждый час. Проевропейские силы срочно мобилизуют электорат. Симеон разыгрывает карту врагов народа и давления извне. Я проголосовал против несправедливости, которую пережил румынский народ, против унижений и бедности, против тех, кто нас не считает за людей, но в то же время за то, чтобы наше будущее решали только румыны, ради румын, ради Румынии. Да поможет нам Бог. Напомним, это повторные выборы. Предыдущие отменили после того, как победу в первом туре взял пророссийский Калин Джорджеску, за что его позже отстранили, возбудили дело и не допустили к новым выборам. Теперь Симеон публично обещает вернуть его в политику на пост премьер-министра. День голосования уже начался с провокации, впереди ночь, которая решит курс всей Румынии. Первый тур президентских выборов проходит и в Польше. Выбирает также Португалия и Черногория. Кого и как? Все подробности и предварительные результаты в следующем выпуске. Ну и новостей не пропустите.
Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность понтифика, а точнее взошел на Святой Престол Ватикана. В прямом эфире на телеэкранах всего мира площадь Святого Петра переполнена. Растроганный понтифик принимает символы власти – перстень рыбака и палий. Перед началом мессы он проехал по площади в белом папомобиле. На церемонии около 250 тысяч паломников и 156 делегаций со всего мира. В первых рядах Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджа Мелони, короли Испании и Бельгии, от США вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио. Мир встречает нового папу и смотрит на него очень внимательно. Мост в Нью-Йорке под ударом. Парусник военно-морских сил Мексики протаранил Бруклинский мост. 2 человека погибли, еще 19 ранены. По данным Нью-Йорк-Пост, инцидент произошел во время прохождения судна под мостом. Учебный парусник Куатемок не рассчитал высоту, и мачты врезались в опору. На видео заметно, как 3 светящиеся мачты ломаются и падают на палубу. Мы услышали крики. Много криков из толпы, которая была немного дальше. Мы все вскочили, у нас сердце замерло, потому что это было ужасно. Мы услышали, как что-то хрустнуло, словно дерево ломается. Мы встали из-за стола прямо здесь, посмотрели на мост и увидели то, что теперь уже видел весь мир. И это было просто ужасно. На борту находились 277 человек. В момент столкновения на мачтах были члены экипажа. После удара судно потеряло электропитание. 2 пострадавших сейчас в критическом состоянии. Парусник прибыл в Нью-Йорк в рамках глобального турне по 15 странам. Власти расследуют, почему военный корабль допустил такую ошибку в самом центре американского мегаполиса. Теракт в необычном для этого месте в Калифорнии. 1 погибший, разрушение на кварталы, ФБР в шоке. В Палм-Спрингс, штат Калифорния, накануне утром прогремел мощный взрыв у клиники репродуктивной медицины. 1 человек погиб, еще 4 пострадали. ФБР квалифицировало взрыв как теракт. Место взрыва не случайное. Клиника ЭКО, где пары мечтают о детях. Это не просто медицинское учреждение, это символ новой жизни. Но утром часть здания превратилась в руины. Взорвалась машина прямо у порога клиники. Взрыв был такой силы, что здание обрушилось частично, а волна ударила по нескольким кварталам. Разлет обломков на более чем 250 метров. Крыша здания обрушена, окна в соседних магазинах выбиты. 1 погибший, вероятно, сам нападавший. По данным следствия, взрыв устроил человек, выступавший против рождения новых людей. Он оставил манифест в интернете и пытался стримить момент атаки. По словам властей, он действовал один и погиб в собственной машине при взрыве. Других подозреваемых нет. Не заблуждайтесь, это преднамеренный акт терроризма. ФБР рассматривает это именно как теракт. Наша объединенная антитеррористическая группа работает здесь в тесной связке с полицией Палм-Спрингса. Объект оцеплен, продолжается сбор улик. Клиника закрыта, но лаборатория и эмбрионы не пострадали, они хранились в другом месте. Это первый случай в США, когда атака на клинику репродуктивной медицины официально признана терактом. Фанатик, выступавший против рождения новых людей, превратил здание Надежды в поле боя. Теперь вопрос в другом. Это единичный случай или только начало новой волны террора против будущего? Австрия выиграла Евровидение 2025. Душевно, но с душком. Без осадка не обошлось, и вот почему. 24-летний контртенор Йоханнес Пич Джей-Джи с балладой о несчастной любви Wasted Love набрал 436 баллов и занял 1 место. За ним Израиль, Юваль Рафаэль и Эстония Томми Кэш с почти одинаковым количеством баллов. Последний до этого высказывался за мир с Россией, ностальгировал по СССР и дружил с Little Big, а номер ему ставила россиянка. Соцсети взорвались. Беларусь и Россия не участвовали, Украина на 9-м месте, но главный скандал сам победитель. Джей-Джи в интервью признался, что при написании песни вдохновлялся Анной Нетребко, оперной певицей и активной сторонницей Путина. Это вызвало волну критики и призывы не голосовать за него со стороны украинских пользователей. Прогнозы букмекеров провалились, Швеция и Финляндия остались ни с чем, жюри отдала победу Австрии, а зрители — Израилю. Разклад перевернулся в последний момент. В
Впервые на конкурсе официально разрешили использование искусственного интеллекта для написания песен и аранжировок. Некоторые страны этим активно воспользовались, и именно они оказались в топе. Без фриков, но не без драмы. Финал в Базеле 17 мая оказался громким, эмоциональным и политически напряженным. Евровидение 2026 будет юбилейным, 70-м по счету, и пройдет в Австрии. Ждем. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.